Выбор страны – выбор каждого. Тейп Нальгиевых, как и принято, делает его сообща. Старейшины одними из первых переступают порог избирательного участка, подавая пример молодежи и следуя заветам отцов. А в это время на соседнем 88-м участке приветствуют еще одного почетного старейшину села, тыловика, ветерана труда. Увейсу Измайлу 91, дедушке трудно самому передвигаться, но тем не менее настоял, что голосовать будет на участке вместе со всеми. Для него местные власти организовали транспорт. Президент Российской Федерации должность есть. В Федерации, в России, должности пача вызвей. Так мы пача ходишь, что таишь, кого таишь, Для почетного гостя здесь также подготовили подарок. Впрочем, без презентов. Сегодня не оставляют также именинников и впервые голосующих. За происходящим на выборах следят не только члены ВЫКов. Для этого зарегистрирован целый пул наблюдателей. В их числе и Герой России, депутат Народного собрания региона Руслан Нальгиев. Если молодежь на участок активно подтягивается ближе к полудню, то старшее поколение, как правило, с утра. А вот на участке 90 устроили настоящее свадебное торжество. Прежде чем войти в новую семью, невеста Медовых переступает порог избиркома. Этот выбор не менее важен, чем тот, который она уже сделала. Для невесты и подарок приготовили, а глава села по традиции не упускает случая первым ее разговорить. В селе Сурхахи избирателей встречают на 4 участках, на которых ожидается явка около 8 тысяч человек. В Икажево сегодня свои двери распахнули сразу 6 избирательных участков. Большинство из них открыты на базе местных школ. К примеру, вот этот под номером 103 расположился в первой школе. К нему приписано 2668 человек. Но до конца дня голосования на всех участках в Икажево ждут явки более 13 тысяч избирателей. За кого отдать свой голос, над этим вопросом Арснаку Альдиву не пришлось долго ломать голову. За все свои 92 года дедушка еще ни разу не пропустил выборы и отлично знает, что лидера страны надо выбирать тщательно. А лучший показатель для каждого из кандидатов – это вовсе не громкие слова, а именно дела. حوافز голосовать дедес هنأ ويدي عنا ترز دي عن عدوات تربي عتقة перевеску. Каждый из них здесь почетный гость, а его голос на вес золота. Впрочем, и сами работники участковой комиссии, когда удается выкроить свободную минутку, не забывают взять бюллетень и исполнить гражданский долг. Поздравляю вас. Спасибо. Всех благ вам. У Зайнаб Альдиевой выборы совпали с личным праздником. Она больше 20 лет трудится в участковой комиссии. Пришла проголосовать с удовольствием. И день сегодня выдался таким прекрасным. Я думаю, сегодня наши граждане сделают нужный выбор кандидата, достойного, самого сильного, как для самой сильной России. Камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и зоркие наблюдатели. Как проходят выборы на участке, решил проверить и Муса Костоев. Но сперва, конечно, успел опустить бюллетень в урну на своем участке. Здесь я нахожусь на участке как руководитель районного совета народных депутатов, в том смысле посмотреть, в чем они нуждаются, что им нужно, где им, кем помочь. Участок на этот раз развернули в школьном спортзале. Для удобства избирателей предусмотрели все. Здесь и детский уголок, и накрытый для гостей стол, а также возможность сыграть в интеллектуальные игры. У нас почти под 3000 избирателей. В связи с этим мы решили перенести избирательный участок в спортивный зал, так как здесь более
благоприятные условия для голосования. В числе голосующих на этом участке и глава местной администрации. Для него главное, как, впрочем, и для многих избирателей, это не только деловая хватка, а еще и личностные качества кандидата. Кандидат, который должен возглавлять нашу такую великую страну, он должен быть в первую очередь патриотом своей страны, своего народа, должен проявлять гибкость во всех делах и отношениях, должен подтягивать нашу экономику, чтобы у нас полная была независимая экономическая страна. Ну а школьники, в свою очередь, если не могут проголосовать сами, то призывают к этому старших веселыми частушками. Параллельно с голосованием на участках принимают звонки от тех, кто по уважительной причине не может явиться на выборы сам. К ним урна для голосования отправится на дом, чтобы ни один голос не затерялся, а наоборот, уверенно зазвучал в общем выборе избирателей. Хади Добриева, Ахмед Горбаков, Новости 24.